Главные события уходящего понедельника, 21 октября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. Доставка продовольственных товаров в северный район Якутии завершится к концу октября. Расскажем, на каком этапе сейчас находится процесс. Завершился Московский финансовый форум. Это уникальная площадка для профессиональной дискуссии вокруг вопросов экономической политики страны. В период межсезонья резко увеличивается поток пациентов, обратившихся за медицинской помощью в травмпункт. Узнаем, какая статистика в этом сезоне. С завтрашнего дня по маршруту Якутск-Нижний Бестях начнут курсировать хивусы. Какой будет стоимость перевозки? 3 золота у Якутии. В столице республики завершился 15-й международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Глава Якутии Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Донбасс. На одном из опорных пунктов глава встретился с военнослужащими из Якутии. Представителям нескольких бригад и формирований были вручены сертификаты на снегоболотоходы «Сокол» и ЕКТ. Также глава республики пообщался с бойцами в неформальной обстановке. Такая же встреча была устроена на одном из тренировочных полигонов Вооруженных сил России. Каждый визит главы и каждый визит представителей нашей республики, начиная от главы Айсена Сергеевича Николаева и еще там Андрея Сандовича Федотова, это все означает то, что к нам идет очень большая, как бы сказать, гуманитарная финансовая помощь. И это всех радует. Не только там, в отношении именно болтеров наш, а именно тех, кто именно все тех, кто и мобилизованных, и контрактников, включая там и нас там в том числе. И вот. Поэтому очень трепетно и радостно ждем его. В столице страны прошел Московский финансовый форум. Это уникальная площадка для профессиональной дискуссии вокруг вопросов экономической политики государства. Участники мероприятия – это представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественные деятели, а также ученые. Главной темой в этом году стала суверенная финансовая система в период трансформации, на службе национальным целям, на страже благосостояния. Эксперты отметили, что в условиях внешних вызовов России удалось создать инфраструктуру для международных расчетов, а в сфере безналичных платежей наша страна среди мировых лидеров. Наша республика каждый год участвует в данном форуме, потому что надо быть в курсе последних трендов, последних поручений, направлений, которые ставит руководство страны, особенно в финансовой сфере. И можно вот отметить, что вчера в рамках этого форума Московская биржа, Московская международная валютная биржа отметила нашу республику за размещение облигаций. И в этом году наше размещение было признано одной из самых успешных в Российской Федерации. Думаю, дело в том, что республика относится к субъектам с высокой долговой устойчивостью, совсем немало субъектов туда входит, и мы всегда придерживаемся консервативной долговой политики, очень взвешенно подходим к заимствованиям, и у нас на данный момент, например, в госдолге отсутствуют кредиты коммерческих банков. Доставка продовольственных товаров в северный район Якутии завершится к концу октября. Общий план завоза составляет порядка 8,5 тысяч тонн продовольствия. Из них более 5 тысяч уже доставлено. Подробнее о том, как проходит этот сезон и какие нововведения появились, расскажет Даяна Федорова. Арктическая торгово-логистическая компания обеспечивает сухогрузами жителей 237 труднодоступных и отдаленных населенных пунктов республики. План завоза водным транспортом выполнен на 100%. В настоящее время идет работа по доставке сухогрузов авиационным путем, в том числе в Оленёкский, Момский и Анабарский районы. Товар, поступающий на склады, проходит строгую проверку и тщательный отбор. Картофель в этом году завезли с Алекминского и Мегино-Кангаласского районов. Его сначала очищают от земли, затем сортируют на ленте и отправляют на сушку, после чего его фасуют по мешкам и распределяют в качестве грузов по населенным пунктам республики. В этом году у нас лето засушливая была, дождей не было, поэтому картофель, морковь, свекла чуть-чуть вот так они выросли мало. А капуста как раз хорошая выросла, много. Такой же процесс проверки проходят все овощи, которые поставляются на север. Для улучшения ситуации с завозом товаров к концу следующего года будут функционировать 13 торгово-логистических центров для снижения стоимости, расширения перечня и улучшения качества продуктов питания на севере.
На сегодняшний день у нас уже функционирует 8 торгово-логистических центров. В этом году мы вводим 2 новых объекта в Верхоянском районе, поселке Батагай, и в селе Хану Момского района. И уже начато строительство еще 3 объектов, которые мы будем вводить в следующем году. Это в Оленёкском, Видно-Батантайском и Алайховском районах. Объем завоза овощей с момента строительства центра вырос в 5 раз. Также вводятся новые схемы логистики доставки продовольствия. В прошлом году опробовали завоз продовольствия по реке Колыма с использованием специальных катеров. За 17 рейсов было завезено более 114 тонн продуктов. Мы доставляем с Владивостока до поселка Семчан. И оттуда уже на мелкосидящих катерах до Среднеколымска и до Верхнеколымска доставляем расширенный ассортимент. Также еще мы с прошлого года пробовали новую схему доставки в Оленёкский район. В прошлом году попробовали 5 тонн, в этом году более 20 тонн уже доставили. Ну а завоз на север силами малой авиации начался с июня. На сегодняшний день доставлено 53 тонны из 155,5 тонн. Всего же до конца этого года воздушным транспортом планируется перевезти 442 тонны. Тайна Федорова, Джолстайн Иннокентьев, Якутск. В ближайшие дни движение паромов будет ограничено. С 22 октября планируется сокращение числа паромов с учетом осложнений погодных условий. В настоящее время по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск осуществляют движение 12 паромов, из них 3 грузовых. Паромы работают по мере загруженности. Стоимость проезда на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях увеличится с 22 октября. Повышение тарифов связано с осложнением обстановки на реке. Изменения в тарифах вы можете сейчас видеть на своих экранах. С завтрашнего дня начинают свою работу и хивусы. Курсировать они будут по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск с 7 утра до 6 часов вечера. Стоимость проезда – 2500 рублей. Точки отправки – причал 204-го микрорайона и зал ожидания РЖД в Нижнем Бестяхе. В республике тем временем температура воздуха опустилась ниже нуля. Риск получения травм повысился в несколько раз. Скользкие тротуары, плохая освещаемость становятся причинами падений. Как не попасть в статистику, расскажет Вероника Таюрская. За прошедшую неделю в травмпункт Якутска обратилось 169 человек, получивших ушибы, вывихи и переломы вследствие гололеда. Как отмечают врачи, количество обращений остается на том же уровне, что и годами ранее. Чисто статистически цифра плюс-минус всегда одна и та же. В районе 200 держится, бывает пики, там 250-300. Основная травматизация идет из элементов, как голеностопный сустав, то есть переломы наружной лодыжки, внутренней лодыжки. Также верхней конечности, это лучезапястный сустав, то есть перелом лучевой кости. Это зачастую женщины возрастом 40+. Они так чаще падают, потому что ходят чаще, либо носят скользкую обувь по погоде. Как обезопасить себя и не попасть в статистику? Первое. Будьте предельно внимательными. Второе. Всегда смотрите перед собой под ноги. Третье. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора. Четвертое. Не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде. Пятое. Проезжую часть переходите под прямым углом. Не перебегайте дорогу перед приближающимся транспортным средством. Шестое. При выходе на улицу продумайте наиболее безопасный маршрут передвижения. Если вы все-таки упали на улице, то необходимо обратиться в травмпункт. Нужно будет сразу обратиться, не ждать ни 2-3 дня, неделю. Лучше заранее подойти, обследоваться и удостовериться, что у вас нет перелома. Потому что бывают случаи, что пациент упал неделю назад, 2 недели назад, и все это время терпел самостоятельно, принимал болеутоляющие, а у него, оказывается, перелом. Ладно, это перелом без смещения, а бывает со смещением, которое уже спустя 2 недели, бывает, уже начинает консолидироваться, то есть срастаться, схватываться. Сезон гололеда начинается, поэтому травматологический пункт Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи в ближайшее время откроет 3-й кабинет для приема первичных пациентов с травмами верхних конечностей. В случае падения на улице вам необходимо обратиться в травматологический пункт по адресу Петра Алексеева, 64/1. Ну а если же у вас упал ребенок на улице, то необходимо обратиться в Национальный центр медицины, который находится на Сергелякском шоссе. Вероника Таюрская, Иван Сорокаумов, Якутск.
В связи с похолоданием участились случаи выхода на тонкий лед и неравномерно выросший лед. Люди, не знающие правил безопасности и поведения на льду, могут стать случайными жертвами холодных водоемов. На данный момент выход на лед строго запрещен и уголовно наказуемый. Также введенный штраф в размере 5000 рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч для должностных лиц и для юридических от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Ни в коем случае сейчас, в этот период, мы не идем по льду, потому что мы с вами привыкли на протяжении всего лета обходить водоемы. И надо еще маленько потерпеть, также обходить водоемы. Некоторые пытаются срезать путь, кто-то пытается просто поиграться на водоемах. Ни в коем случае мы это не делаем. Даже если вы решили выйти на водоем, там, покидать камушки, то одному, ни в коем случае мы это не делаем, как минимум идем вдвоем-втроем, чтобы можно было друг за другом наблюдать. Потому что этот период, именно когда разрешат официально выходить на водоеме до этого периода, еще есть какое-то определенное время. Надо будет смотреть на знаки, смотреть на состояние самого льда, водоема. Проект «Активное долголетие» реализуется Нерюнгринской городской библиотекой уже не первый год и объединил множество жителей Нерюнгри почтенного возраста, принимающих самое активное участие в самых разных мероприятиях. О проекте и многих других интересных событиях района в дайджесте Ивана Лазаренко. В ближайшие несколько минут мы готовы представить вам краткий обзор самых значимых событий Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Нерюнгринской городской библиотеке прошел праздник «Хлеб всему голова». Мероприятие прошло в преддверии Всемирного дня хлеба, который отмечался 16 октября. Праздник собрал самых активных посетителей библиотеки. Хлеб – это прежде всего символ жизни, здоровья, красоты, мира и добра. Хлеб – это то, что каждому человеку очень дорого и нужно. Испокон веков хлеб был оберегом. Его давали воинам в дорогу, его давали молодоженам, его делили, этот хлеб, только с дорогими людьми. Кроме выставки хлебобулочных изделий, изготовленных предприятиями Нерюнгринского района, прошел и конкурс, собравший кулинарных мастериц, участниц проекта «Активное долголетие» и клуба «Еще не вечер», которые представили на суд жюри свою разнообразную выпечку и не только. Я так хотела угостить всех вареником. Вареники с картошкой, дачная картошка, вареники с салом и с луком жареные, со сметаной, с аджикой и с квашеными арбузами. Это украинское такое блюдо. Хотела, чтобы все съели, ну, как будто всю крынку съели. Проект «Активное долголетие» реализуется Нерюнгринской городской библиотекой уже не первый год и объединил множество жителей Нерюнгри почтенного возраста, принимающих самое активное участие в разных мероприятиях. Создается это для того, чтобы пенсионеры продолжали свою качественную жизнь, чтобы им было не скучно, чтобы вопросы здоровья решались, общение, досуга. Ведь известно, что у детей свой ритм, у внуков жизни, людям пожилым не хватает общения. Вот эти клубы создаются именно для общения, чтобы поддержать друг друга. В канун Республиканского дня матери в Южной Якутии в торжественной обстановке из роддома выписывают новорожденных. Напомним, что этот праздник в Якутии отмечают в 3-е воскресенье октября. В семье Шатхановых встретили 4-го ребенка. Счастливую маму с новым членом семьи, с шарами и цветами ждали взволнованный муж, родственники и друзья. Дети – это цветы жизни. Ну, конечно, порой бывает тяжело, но ничего, все хорошо. В канун Республиканского дня матери в торжественной обстановке выписались 2 мальчика и 1 девочка. Всего же в этом году в Нерюнгринском роддоме появилось на свет 347 детей. 194 мальчика, а девочек чуть меньше – 180. Хотим пожелать молодым родителям в первую очередь терпения, пожелать крепкого здоровья малышам, также их родителям, семейного благополучия и всех благ. Управлением социальной защиты населения Нерюнгринского района продолжается работа по заключению социальных контрактов с жителями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Главная цель социального контракта – создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности. Правом на заключение социального контракта обладают различные категории граждан. В их числе многодетные и малоимущие семьи, чей среднедушевой доход ниже величины установленного прожиточного минимума, а также безработные и пенсионеры, для которых разработана специальная программа поддержки.
Как раз для граждан пожилого возраста разработана специальная программа на основании социального контракта, в которой направлена на получение дополнительного дохода, повышение уровня качества жизни. Данную помощь могут направить, реализовать какую-то свою бизнес-идею, также на развитие личного подсобного хозяйства. Для того, чтобы получить данную поддержку, нужно иметь доход ниже величины прожиточного минимума 34 300 рублей. Это полуторакратный повышенный размер ВПМ. А сумма поддержки до 500 тысяч рублей. На данную поддержку можно приобрести оборудование, материально-производственные запасы и также сельскохозяйственную технику, корма, птицы. Ну, это если будет развитие личного подсобного хозяйства. Особое внимание противопожарных служб всегда направлено на объекты образования. В Нерюнгри прошли очередные пожарно-тактические учения. Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание через ближайший выход. Такой звук сирены оповещения о пожаре прервал занятия в лабораторном корпусе Южно-Якутского технологического колледжа. Здесь прошли тактические учения по тушению пожара и эвакуации находящихся в здании студентов и сотрудников. По легенде учений, пожар начался здесь, в производственно-ремонтной лаборатории. От короткого замыкания загорелся вот этот электрощитовой шкаф, после чего пламя начало быстро распространяться на информационные стенды и мебель. И пошло очень сильное задымление. В ходе учений была проверена система оповещения, состояние эвакуационных путей и выходов. Отработаны приемы и навыки эвакуации и спасения студентов. Во время занятий прозвучала пожарная тревога. Я, как преподаватель, вывел студентов согласно плану эвакуации на улицу. Грамотные действия и слаженная работа всех расчетов позволили выполнить поставленные задачи в кратчайшее время. Условный пожар потушен, гражданские лица эвакуированы в безопасное место. Оценка данных учений удовлетворительна. Есть некоторые замечания не критичные, то есть, скажем, те, которые бывают у нас постоянно, но тем не менее разбор учений был проведен, замечания имеются как со стороны администрации объекта, так и подразделений пожарной охраны. Но для этого и будет определен протокол сделан, и на основании этого протокола будут проведены и дополнительные занятия для должностных лиц и личного состава подразделений для отработки всех этих ошибок. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. О самых значимых из них мы продолжим рассказывать на канале Якутия-24. В детском лагере «Сосновый Бор» проходит профильная смена «Профстарт». В ее рамках реализуется программа по подготовке и реализации кадров в области воздушного транспорта будущей арктической авиации. Подробнее о буднях лагеря расскажет Тимур Колмогоров. Для порядка 100 детей из 19 районов республики предусмотрен ряд разнообразных занятий. В программе смены запланированы как дополнительная подготовка по профильным предметам, так и творческие конкурсы, мастер-классы и встречи со специалистами и экспертами в области авиации. Их ждут очень насыщенные, мероприятия, которые мы придумали с партнерами. Это и экскурсии, это и лекции, это и занятия по подготовке, по естественно-математическим дисциплинам. Для того, чтобы освоить профессию авиации, конечно же, нужны точные науки. Поэтому мы привлекли наших партнеров в качестве Института развития профессионального образования. За 5 первых дней с начала смены ребята успели познакомиться как со своими сверстниками, так и с вожатыми. А уже в среду их ждет первый выезд в Якутское авиационное училище. Работа с такими детьми проходит очень легко, потому что они уже знают, чего хотят, куда хотят поступить. Они очень инициативные, проявляют себя. И дети посещают эти занятия без провалов, без пропусков. Главная цель программы – подготовить будущие высококвалифицированные кадры из арктических районов Якутии. В дальнейшем тех, кто полностью свяжет свою жизнь с авиацией, трудоустроят. Мне нравится летать очень сильно, и пилотом быть для меня – это что-то иное. Это очень интересная профессия, у которой достойная оплата. Скорее всего, пилотом, если получится по учебе. Если не получится по учебе, то я поступлю на авиадиспетчера. Если не получится. Это две профессии, которые мне очень нравятся, которые меня тянут туда. Вообще, в принципе, авиационная деятельность мне очень нравится.
По итогам смены ребята примут участие во Всероссийском фестивале беспилотных авиасистем «Дотянуться до неба», который пройдет в Якутске в конце октября. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. 3 золота у Якутии. В столице республики завершился 15-й международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. В одном из самых зрелищных спортивных соревнований приняли участие борцы из более чем 13 стран мира. Подробнее о схватках последнего дня и его результатах в следующем материале. В этом году побороться за медали традиционного турнира приехало порядка 190 спортсменов. На якутский ковер вышли победители и призеры всероссийских и международных турниров. В заключительный соревновательный день в финальных схватках якутскую школу борьбы представили 4 борца. Первым, кто вышел оспорить золото, стал Александр Авила в весовой категории до 61 килограмма. Его оппонентом стал борец из Монголии, бронзовый призер чемпионата мира Тувшин Тулга Туминбилек. Якутянин выиграл встречу со счетом 5-2, тем самым принеся в копилку сборной первое золото. Вторую золотую медаль в актив якутян принес молодой борец Лев Павлов. Дебютант Коркинского мемориала выиграл у соперника из Монголии Мунха Батхуяга в весе до 57 килограмм. Этот турнир очень тяжело прошло мне. Надо над собой работать еще. Ну, как урок будет этот турнир мне. Ну, у меня защита надежная, я чувствовал очень хорошо на защите. Но чуть атаки надо добавить надо атаки. Но это с опытом перейдет. Это уже большой ковер, большие соревнования. Надо уже характер включить, чуть внутренние войны надо это разбить надо. В категории до 74 килограмм на высшую ступень пьедестала взошел якутянин Виктор Рассадин, выступавший за сборную Таджикистана. В решающей схватке он одержал победу над Александром Балтуевым из Бурятии. Для якутянина эта победа на этом турнире стала 7-й по счету. Это ни для кого не новость, что в Якутии любят борьбу. В Якутии очень сильно любят борьбу, смотрят. Во всем мире знают, как болеют нас в Якутии. Поэтому это самая теплая поддержка, самая сильная, мощная держава наша республика. Помимо медалей весовых категорий, организаторы турнира разыграли звание лучшего борца. Так, по мнению болельщиков, им стал лидер сборной России, чемпион мира и Европы Абазгаджи Магомедов. Титулованный спортсмен отметил, что ему нравится выступать перед якутскими болельщиками. Не то, что цель была, но я уходил специально вот так, чтобы 10-0 сделать. Но если 10-0 делаешь, я думаю, что можно было получить. Да, я очень благодарен всем людям, кто пришел поболеть, потому что без них таких схваток тут не было бы. Они всю поддержку делают. И в первую очередь для них хотел красивую борьбу показать. По итогам турнира в 10 весовых категориях якутяне завоевали 9 медалей, 3 из которых высшего достоинства. Триумфаторы соревнований получили сертификаты на 200 тысяч рублей, серебряные и бронзовые призеры 100 и 75 тысяч рублей соответственно. Власий Сергеев, Тимур Колмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск. Ну а в Рио-де-Жанейро в эти дни выясняют, кто лучший в масс-рестлинге. В Бразилии готовят к старту чемпионат Южной Америки среди мужчин и женщин по перетягиванию палки. Пройдет также и абсолютка. Почему бразильцы от футбола перешли к масс-рестлингу, чем их привлек наш вид спорта, расскажет Айсена Бурнашова. Когда под боком море, под ногами песок, а на фоне играет босса-нова. Значит, это Бразилия, пляж Ипанема, визитная карточка Рио-де-Жанейро. И пока туристы наслаждаются живописными видами, местные тренируются. Здесь культ здорового образа жизни. Масс-рестлеры времени зря не теряют. Бег по песку улучшает координацию движений. Борьба на помосте обещает быть жаркой. Чемпионат объединил сильнейших масс-рестлеров Южной Америки. Соревнования пройдут по всем 14 весовым категориям среди мужчин и женщин. Также спортсмены испытают себя в абсолютном первенстве. Масс-рестлинг, рожденный на территории Российской Федерации, в республике Саха-Якутия, ярко демонстрирует в эти дни свою миротворческую миссию, собирая вокруг спорта сильнейших атлетов Аргентины, Бразилии, Боливии, Уругвая и Чили. Судить соревнования приехали наши коллеги из братской Монголии.
Я очень рад оказаться в Рио-де-Жанейро и работать рефери на открытом чемпионате Южной Америки. Мы летели из Улан-Батора сюда до Бразилии 2 суток, поэтому судейская коллегия заряжена, и мы с нетерпением ждем старта соревнований. В Бразилии масс-рестлинг развивается с 2012 года благодаря Вилмару Оливейра. Сегодня его воспитанники входят в десятку лучших масс-рестлеров мира. Вот, например, один из них – действующий чемпион Европы Эвандро Памина. Его рабочий вес – 90 килограмм. В Бразилии много видов спорта. Капоэйра, бразильское джиу-джитсу, футбол. Но масс-рестлинг я выбрал для себя, потому что он суммирует для меня все мои предыдущие опыты в разных видах спорта. Он дает познать мне мир, познакомиться с другими атлетами из разных стран. До старта чемпионата Южной Америки осталось меньше суток. Участники уже прошли этап взвешивания и жеребьевку. На кону не просто первое место. Соревнования решат, кто из масс-рестлеров получит путевку на чемпионат мира, который состоится через 1,5 месяца в Кыргызстане. Уруй! 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 Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.